Добрый вечер, шановные телеглядачи. Мы рады зноў сустрэцца з вами у тэлекавярні «Вячэрні Віцебск». Всем добрый вечер, вітаю цябе, Сержук, і дазволю павіншую цябе з тым, што славянскі базар скончыўся, да. А ты так і не патрапіў, Я так і не патрапіў на яго. Ні на воднае мерапрыемства. Да, так атрымалася, што не патрапіў, але я думаю, што нічога страшнага не адбылося, ну, для Віцебска дакладна, што я адсутнічаў. Але ж столькі мерапрыемстваў было, і у нас яшчэ шмат ёсць сюжэтаў, шмат цікавых людзей, з якімі мы будзем працягваць знаёміць нашых жыхароў і не толькі. Ну, зараз я прапаную пазнаёміцца з навінамі, якія пісалі нават у інтэрнэце, ну, а потым мы ўжо вернемся больш да размовы пра славянскі базар. У нас жа праводзіцца вялікая колькасць фестываляў, нейкіх спаборніцтваў, забегаў, гэтак далей. Ну вось, ідэю аднаго спаборніцтва можна смела запазычыць у шведаў. У шведскім горадзе Эвертурнеў прайшоў чэмпіянат па лоўлі камароў. Конкурс адбыўся ўжо ў другі раз, удзельнічалі 42 чалавекі. Па правілах мерапрыемства у іх было 15 хвілін на лоўлю насякомых. Рэкамендацыя ад арганізатараў была толькі адна. Каб злавіць як мага больш камароў, неабходна апрануцца ў цёмнае адзенне і стаяць нерухома. Пераможца Крыстафер Экерсун злавіў 135 насякомых і атрымаў 10 000 крон, гэта каля $1200. Ну, я думаю, можна было б у нас таксама зрабіць. На камароў мы багатыя. А што было бы прызам? Тут мы не вельмі багатыя. Можна таксама 10 000 крон, чаму не? Цяпер бліжэй да Віцебска. Фестываль завяршыўся, але фестывальныя навіны на гэтым не скончыліся. Усе падводзяць вынікі, і нават гасцініца «Рыдан» таксама падлічыла ўсіх сваіх гасцей. Высветлілася, што падчас базару быў прыняты 100-тысячны госць. І гэтым госцем апынулася раптоўна Надзея Бабкіна. Вось прыехала, так прыехала. Адміністрацыя вырашыла ўручыць Надзеі Георгіевне сертыфікат, які дае права на пажыццёвае бясплатнае пражыванне ў гатэлі. Вось нават калі ў Маскве жыллё падаражае яшчэ больш, яно заўсёды можна проста пераехаць у Віцебск і жыць нават тут побач з намі. Я думаю, яна ўжо пра гэта думае. Стартаваў конкурс па стварэнні фірмовага стылю нашага гораду. Пакуль фірмовы стыль распрацаваны толькі для Мінска, ну а цяпер прапануецца зрабіць і Віцебск вядомым і выдатным ад іншых гарадоў Беларусі. Свае прапановы могуць дасылаць студэнты, дызайнеры, маладыя спецыялісты. Максімальны ўзрост удзельнікаў 30 гадоў. Але кола удзельнікаў не абмяжоўваецца толькі жыхарамі Віцебска. Мне чамусьці здаецца, што там абавязкова будзе вось наш гэты сіні Васілёк, нейкая фестывальная тэма, ну, амфітэатр нават, ратуша. Вось, але ў святле апошніх падзей, я б нават сказаў, анамалій надвор'я, можа, мае сэнс і звярнуць увагу на традыцыйныя ліпеньскія дажджы. Даўно такога не было, інтэрнэт літаральна завалены відэазапісамі з гіганцкімі залевамі, маланкамі, смерчамі, патокамі. Так, ну, напэўна, трэба прывыкаць да таго, што для нас гэта зараз стане нормай, бо нават рэкордна нізкі ўровень заходняй Двіны істотна падняўся на фоне гэтых ліўняў. Ну, зрэшты, такое надвор'е яшчэ захаваецца да канца гэтага тыдня, гэта ўжо дакладна, што будзе так. Ну, вось аб чым пісалі. Гэта тое, што інтэрнэт прапанаваў? Ну, кое-што з таго, што прапанаваў. Не ўсё, канешне, не ўсё. Зразумела. Але ж, наколькі я ведаю, што заключным акордам Дня саюзнай дзяржавы на фестывалі стаў канцэрт знакамітага ансамбля песні і пляскі расійскай арміі імя Александрова. І пра майстэрства і мастацтва, якое захапіла гледачоў, Святлана Макаева. Славянскі базар у Віцебску аб'ядноўвае культуры і робіць бліжэйшымі цэлыя народы. Больше всего хотелось бы, чтобы союзное государство всегда оставалось жизнеспособным. Спасибо. Для нас православие и русский народ – это самые дорогие люди, которые есть на этом свете.
Я россиянка. Приехала в Беларусь в 1972 году по распределению после Ростовского университета. И стала жителем Беларуси. И, получается, в одном лице у меня две родины. Доўгачаканым падарункам для гледачоў стаў прыезд любімага ансамбля. Кіраўнік дэлегацыі парламенцкага сходу Саюза России и Беларусі Алена Афанасьева зачытала прывітанне фестывалю ад старшыні Дзяржаўнай думы России Сергея Нарышкіна. Словы ўдзячнасці арганізатарам свята усім беларусам выказаў дзяржаўны сакратар саюзнай дзяржавы Рыгор Рапота. Хочу от вашего имени поблагодарить республиканское правительство. Я хочу поблагодарить президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко. Хочу поблагодарить губернатора и его команду. Хочу поблагодарить жителей города Витебска, что они это для нас, для всех делают. Мы, союзные государства, тоже участвуем в этом. Вот этот концерт – это уже наше участие, наш вклад в общий праздник. Спецыяльныя дыпломы і прызы пастаяннага камітэта за творчае ўвасабленне ідэй дружбы народаў Беларусі і Расіі атрымалі спевакі Вольга Кармухіна, Руслана Ляхно, дырэктар міжнароднага фестывалю Александр Сідарэнка, мастацкі кіраўнік ансамбля песні і танца расійскай арміі імя Александрова, народны артыст России Валерий Халилов. Для нас большая честь выступать на юбилейном 25-м Славянском базаре. Но на самом деле это большая честь, потому что уровень Славянского базара, он уже настолько, так сказать, высок, что сюда, конечно, приезжают и должны приезжать только очень известные или высокопрофессиональные коллективы. Ансамбль знакаміты на ўсіх кантынентах планеты, прызнаны лепшым у свеце за чысцейшыя і гучныя мужчынскія галасы. Цудоўнае выкананне любой кампазіцыі пакарае, бярэ за душу і прымушае сэрцы біцца мацней. Народныя песні і танцы, класічныя творы рускіх і замежных кампазітараў, шэдэўры сусветнай поп-музыкі і ўсё на самым высокім узроўні. У гэты вечар у суправаджэнні ансамбля выступілі вядомыя выканаўцы. Ну вот, Сержук, ты адпачыў, прапусціў фестываль, але я ведаю, калі ты знаходзіўся ў адпачынку, ты нават сачыў за намі ў інтэрнэце, у нас нават ёсць онлайн-трансляцыя зараз, але я ведаю, што табе вельмі спадабаўся наш жартаўнік Александр Карэнман, які увесь час знаходзіўся за кулісамі. Так, што падчас славянскага базару гэта называлася па базарам з Карэнманам. Так, і нават слава аб гэтым хлопчыку разнеслася нават на ўвесь свет па-за межамі Беларусі, і зараз мы можам паглядзець лепшыя моманты. Я думаю, што гэта як заўжды будзе весела і радасна. Александр Карэнман. Обувной холдинг «Марка» представляет «Побазарим с Карэнманом». Можно с вами немножко пообщаться? Тогда можно просто с вами рядышком посидеть. Как хорошо. Ну что же, друзья, всем привет! Это рубрика «Побазарим с Карэнманом». И сегодня у нас доступен весь амфитеатр. Посмотрите, здесь играет музыка. Я танцую как 30-летняя женщина. Вот у нас замечательный человек прошел мимо. Ну и мне кажется, что это мой концерт. Давайте я буду петь. Обрубили фонограмму. Почти как у Киркорова в свои годы. Ну что, начинаем, поехали. Друзья, только что ко мне в ухо, хоть в нем и нет наушника, поступила секретная информация, что вот главный крановщик Славянского базара. Как его зовут? Олег. Олег, сколько домов вы уже построили? Вы же крановщик. Ой, не знаю, но если так собрать, этажей
под миллион, наверное. Под миллион будет. этажей. Ну а вообще тяжело вот этой камерой водить здесь. Можешь кого-то по башке зацепить, зрителя. Пришел, человек купил дорогостоящий билет, только Басков начинает петь, и там прилетело. Не, ну это было раньше, конечно. Ну, люди сидели с синяками, с шишками. Ну, теперь уже мы-то опыта набираемся, и теперь уже все. Ну вот, знаете, как на сбитых Люди самолетах, точнее не на сбитых самолетах, а как летчики вот на своих воздушных суднах отмечали количество сбитых самолетов, да? Вы на своем вот этом вот кране отмечаете количество побитых голов. Да, отмечали раньше. Это было вообще такая гордость. То есть у кого больше, у того больше как бы статус, да? Ну, конечно, и опыт это все определялся. Все, ну а теперь не хватает места, и уже решили, чтобы было все Закрасить просто. одинаково, да, одинаково. Спасибо вам большое, удачной вам. Да, счастливо вам. Зачем вы раскручиваете сцену? Вы что, не понимаете, что сегодня будет концерт? Какую сцену? Вот это вот, Славянского базара. Мы не раскручиваем, мы наоборот его исправляем. Как это? Вот болтики, вот запечатлим, вот эти винтики. Молодой человек выкрутил, и сейчас пойдет продавать на строительный рынок. Ладно, это несерьезный разговор с Каринманом. Как вас зовут? Тельман. Вы занимаетесь сборкой сцены. Ну да. Вы уже сколько болтов закрутили? Есть какой-то подсчет шурупов, саморезов, болтов? Есть какое-то число? Не, у меня нет. Такой информации у меня нету. Нету, да? То есть бесконечно закручивать. Ваша задача брать вот этот вот шуруповерт, можно, да? И вот... Да. Вот так примерно проходит день у этого человека. Спасибо вам большое, удачной вам работы. Не влезай, убьет. Вот сюда помещают тех артистов, которые запороли свой номер на Славянском базаре. Вы с папой просто ждете его с работы, да? А кто ваш папа? Чем он занимается? Кинооператор. Ого! Как этот дядька. Такой же? Может, это он не такой? Тот круче, да? Ну, а скажи, пожалуйста, ты вообще пойдешь на какой-нибудь концерт? Папа тебя пригласил, как кинооператор, на какой-нибудь концерт Славянского базара? Почему? Тебе не нравится? Ну, мне нравится, я просто как... Ну, а у тебя есть такая штука? Держи. Ну, на, держи. Теперь можешь ходить на все концерты. Я тебя поздравляю. Давай другую ручку только. Теперь ты можешь ходить на все концерты, но только запомни. Как тебя зовут? Аня. Больше ты не Аня. Теперь ты Александр Каринман. Хорошо? Ну и отрасти бороду немножечко. Хорошо? Спасибо тебе большое, удачи тебе. Что вы делаете? Вы понимаете, что вы стираете слезы в фанатах Сергея Лазарева, который на эту слюни фанаток. Кого еще? Больше некого. Нам все... Что это? Просто протирайте экран? Да, есть. Так, дайте понюхаем. Господи, я понимаю, почему человек выбрал именно эту работу. За ваше здоровье. Ладно, не буду. Ударная установка. И, знаете, я хотел по ней постучать, но мне сказали, что тогда постучат по мне. Поэтому я не рискнул. Но кто не рискует, тот не пьет шампанское. Сейчас я постучу по ударникам. Я это сделал. Completely. Три раза постучал по главным ударникам Славянского базара. Многие музыканты, которые на этой сцене выступают, которые садятся за эту ударную установку, даже этого не делают. 4 раза максимум. У меня 3. Сейчас мы побьем рекорд. Еще раз. А вы не пугайтесь нас. Вы же скорая помощь. Вы должны очень быстро реагировать. Оп, все. Быстро бы среагировали, если бы вы упали. Все, понял. Вот видите, я лежу в бессознательном состоянии возле машины скорой помощи. Меня вышли спасать. Ладно, я хорош. Все, оп, это был розыгрыш. Сейчас залью вас аммиаком, и вы быстро приведете. Спасибо вам большое. Настроение превосходное, праздничное. Ну, доносится музыка хоть сюда? Конечно. Все слышно. Мы живем в фестивале. И еще, наверное, у вас есть какой-то специальный прибор, что вы все видите. Обязательно. И всех. И всех. Спасибо вам большое. Все здоровые, и все прекрасные. Уважаю вашу работу. Всего Спасибо. доброго. Всего хорошего. Здравствуйте, ребята. Почему вы в очках? Вы плохо видите, да? Мы просто банда очкариков. Дотронься до ее носа. Это все тебе не нужно, парень. Ты прозрел. О, чудо! Это чудо, брат. Вставай и иди. Ладно. Слушайте, ну вы журналисты, да? Кто вы? Специальный пропуск? Даже есть специальный пропуск. У меня нет. У меня нету специального пропуска. Но. У меня что-то круче. Ну, я не расстраиваюсь, да. Что вы будете делать? Мы будем открывать звезду. Открывать звезду? Да. Откупоривать, так сказать? С неба ее. Что за артист? Это секрет. Да, вообще это секрет.
Шашлык пробовали уже? Да. Ну-ка, я смотрю, у тебя аж зуба нету. Точно пробовал шашлык? Нет, это у меня просто зуб вывел. Ну что, пойдете на какие концерты или нет? Не пойдете? На кого? Не знаете? На артистов, правильно, давай 5. Молодцы. Удачи вам, хорошего славянского базара. Волшебный запах фестивальной туи переносит нас вновь в студию вечернего Витебска. Ну а мы вернемся к вам уже в новой локации. До встречи. Обувной холдинг «Марка» представляет «Побазарим с Каринманом». Ну, Александр Каринман, зразумела, вельмі вясёлы чалавек, але вось пра што шкадую, чаму мяне не было, да, што была рок-опера «Песня пра долю», наколькі я ведаю, якую прадставіў нацыянальны акадэмічны народны аркестр Беларусі імя Жыновіча. Ты не наведаў? Не наведаў, таму што ў гэты час я знаходзіўся вось у студыі. Ну, магу сказаць, што гэтая рок-опера «Песня пра долю» пакладзена па паэме Янкі Купалы «Адвечная песня». І галоўную ролю выконваў Пётр Елфімаў. Ну, я думаю, што гледачы ведаюць, што ў гэтым годзе мы святкавалі 75-годдзе з дня народзінаў Владзіміра Георгіевіча Мулявіна, які на працягу шматлікіх гадоў наведваў фестываль, і нават 25-годдзя ансамблю песняру яны святкавалі ў нашым летнім амфітэатры. І больш за тое, трэба сказаць, што яго ўдзел адзначаны зоркай, якая знаходзіцца зараз на алеі зорак побач з летнім амфітэатрам. Вось, таму лёс гэтага чалавека нават... Зорка яшчэ ў яго і Маскве таксама на алеі. Вось як. Таму, я думаю, трэба паглядзець урывак з гэтай рок-оперы «Песня пра долю». Свадьба будет. Ой, в нашем селе свадьба будет.
Ось такая песня про долю, і там, як ти чув, да, там весілля, свадьба, і навіть, я так думаю, що ти... Опять не хопіць з мяне вяселля ў Давай гэтым уже годзе. трэба ажаніцца. Не, рано, а я ведаю, што ты пашкадаваў яшчэ раз, што не паглядзеў гэта ўсё ўжо. Уже не аднойчы, але што зробіш. І ў наступным годзе, калі прапусціш фестываль, таксама будзеш шкадаваць. Не, ў наступным годзе уже буду тут. У наступным годзе буду тут, Всё, і будзем дабазарыліся з тобой. разам у студыі, таксама і зноў не паглядзім рок-оперу якую-небудзь. Ну, я думаю, нічога страшнага, у нас ёсць запісы, і мы зможам разам сесці і паглядзець амаль як футбольны матч. І атрымаць асалоду ад гэтага. Як мы ўжо казалі, што галоўны выканаўца ў гэтай рок-оперы Пётр Елфімаў, і Тацяна Івановская взяла вялікае інтэрв'ю ў гэтага выканаўца, і вы зможаце даведацца, як паўплываў Владзімир Георгіевич на творчасць Петра Елфімова і не толькі, і на яго светапогляд таксама. Ну і вось як Пётр, з якімі пачуццямі ён выходзіў на сцэну, ну вось зараз паслухаем. Мы уже не первый раз как бы представляем эту работу публике, но слава богу, что вот в Витебске наконец-то в рамках фестиваля прозвучит песня про долю. Я думаю, что каждый из нас относится с очень большим, ну, во-первых, трепетом, а во-вторых, вот лично для меня имя Мулявина и его гений, и то, что он вообще сделал для белорусской культуры, для меня это очень... Ну, мне это очень близко, очень всегда трепетно, и я с огромным, скажем так, с огромной осторожностью и аккуратностью подхожу к такому материалу, к его материалу, потому что всегда есть момент сравнения. Мне никогда не хотелось, чтобы меня с кем-то сравнивали, поэтому со всей моей любовью к творчеству Мулявина я все равно это стараюсь преподносить, как я это вижу. Ну, знаете, общаясь с семьей Владимира Георгиевича, ну, я понимаю, что получается это хорошо, и слава богу, что не теряется тот посыл, вот, который он закладывал. Очень много красивых партий. Маті моя, маті, крылды з нас смеются. Ну, это безумно красивые лирические партии, которые, я не знаю, это уникальное сочетание. Почему-то удавалось только Мулявину соединить музыку и белорусскую поэзию. И вот из-за этого, наверное, такие произведения, как «Песня про долю» и много-много песен, именно написанных Мулявиным на стихи белорусских поэтов, они до сих пор любимы, их до сих пор слушают, хотят слышать и будут хотеть слышать, потому что это такой синтез, который, ну, это очень редкое явление. Наверное, вот это единичное явление из миллионов, когда так получается. Вот. В этом заключался, вероятно, его гений, талант. Я просто горжусь тем, что я каким-то боком вообще могу прикоснуться к нему. Ну, вось канцэрты скончыліся, гэта, канешне, адпачынак, але пасля канцэртаў таксама трэба адпачыць, трэба падумаць, ну, чымсьці высока. Пра вечнае. Ну, мне яшчэ рана, ну... Слухай, вяселле рана, пра вечнае таксама рана. Не, ну сапраўды рана пра вечнае. Ну, гэта каб гледачы зразумелі, не дзень народзінаў скора. Крыху ідзем да афішы, да, і такі анонсік невялічкі, я думаю, што лета, зараз спякота, да, ровар, самая вось надзейная, нават гэта лепей за машыну, калі, ну, адкрыў акенцы, можна як сабачка, канешне, да, высунуцца адтуль, і можна язык высалапіць і парадавацца жыццю, але шмат выставаў у нашым горадзе, і ровары таксама ёсць, вось. Так, пра гэта зараз даведаемся. Давайте паглядзім афішу, вы пра ўсё даведаеце самі.
Арт-пространство Толстого 7 представляет персональную выставку экспериментальной живописи витебской художницы Валентины Ляхович в жанре трэш-культура. Экспозицию составил ряд ассоциативных художественных и скульптурных инсталляций, созданных художницей из самых неожиданных материалов – от проволоки до пенопласта. Выставка открыта с 10:00. Центр современного искусства приглашает на выставку живописи Федора Ястреба. Наследие автора включает в себя не только ряд живописных полотен, краски и образы которых изящно балансируют между сном и реальностью, но и около 1000 сонетов, собранных в двухтомник, посвященный памяти художника. Начало выставки в 10:00. Витебский краеведческий музей приглашает на выставку аутентичных велосипедов из частной коллекции Маурицио Урбинати «Вся жизнь в одном велосипеде». Посетители увидят велосипед «Кукольный театр», велосипед «Кинотеатр», велосипед «Газетный киоск», складной велосипед «Солдата-стрелка», велосипеды пекаря, врача, священника и даже забавный велосипед клоуна, а также множество других уникальных велосипедов. Посетив эту необычную выставку, можно убедиться, что в Италии велосипеды в конце 19-го, начале 20 веков были не только транспортным средством, но и передвижными мини-производствами. Выставка открыта с 10:00. В музыкальной гостиной пройдет выставка иллюстраций Михаила Шемякина книги Владимира Высоцкого «Две судьбы». Цикл сатирических рисунков художника по мотивам поэзии его друга Владимира Высоцкого – это итог 6-летней работы Михаила Шемякина и, по его словам, своеобразный художественно-графический памятник Владимиру Высоцкому и его творчеству. Это 42 листа по числу лет, прожитых поэтом, и двойной портрет художника и поэта. Начало выставки в 10:00. Художественная галерея «Стена» представляет выставку украшений ручной работы Юлии Ободовской «Плынь». Для изготовления своих работ автор использует уникальное вещество – металлическую глину. Данный материал состоит из мельчайших частиц драгоценных металлов. При термической обработке связующее вещество выгорает, оставляя чистый металл – бронзу, медь и серебро. Начало в 11:00. Вось як мы абяцалі мерапрыемстваў шмат, але вяртаемся до нашага славянскага базару і пакуль ты тут базарыў, я разумею, студый, да? З цікавымі людзьмі, я павінен сказаць. Да, людзі цікавыя, але мерапрыемствы ўсе прайшлі бокам. Ну не ўсе, не. Начныя канцэрты. А, начныя канцэрты былі ўсе твои. Усе, што раніцай, ніводнага. Вось, усё прайшло праз мяне. Але я да чаго веду, да? Што мы ўжо паглядзелі Александра Карэнмана, як ён базарыў. Так. Ты базарыў у студыі, ён базарыў у горадзе. Не вельмі спадабалася, дарэчы, але ён набазарыў столькі, што мы не можам укласціся ў адзін сюжэт з ім. Таму працягваем радавацца жыццю з Александром Карэнманам і базар ідзе. Обувной холдинг «Марка» представляет... Побазарим с Каренманом. Это «Побазарим с Каренманом». Всем еще раз привет-привет. И мы решили прогуляться по коридорам концертного зала «Витебск». Погнали. Друзья, там какая-то движуха. Не знаю, какая. Сейчас узнаем. Вот человек идет. Он нам точно расскажет, он идет туда. Здравствуйте. Что там происходит? Там мы репетируем. А вы кто? Циркачи. Циркачи? То есть там медведи, тигры, акробаты? Нет, мы гимнасты. Вы гимнасты? Пойдем посмотрим. Что это такое у него на ногах? Вот так выглядит ходули? Тяжело на них ходить. Пробовал? У тебя получается? Давайте пообщаемся с человеком на ходулях. Здравствуйте. Как вас зовут? Слушайте, ну ходули, это очень круто. Это вот какие-то две палки, две какие-то тряпочки, да? Вы сами их изготавливаете? Ну, вы давно занимаетесь, чтобы вот так ходить? Ну, а где вы будете выступать? Расскажите нам. В амфитеатре? На открытии? Почему у нее написано «цирк», а у вас не написано? Ну, расскажите. Ну, пожалуйста. А если я вам конфету дам? Не хочу. А если две? Худею. Худеете? Это вас в цирке заставляют худеть? А кто? Скажите, кто вас заставляет худеть? Покажите пальчик. Сами. А для чего вам быть худыми? Чтобы мы могли залазить на кольцо, на канат, на полотна и на ремни. Привет, девчонки. Как у вас дела? Как вас зовут? Екатерина. Екатерина, вас?
Алиса, вас! Тезка, давай 5. Та-дам! А вот ту девчоночку, которая, несмотря ни на что, не выходит из образа. Анна, иди сюда, давай с тобой дуэтом станцуем. Давай? Аня, давай руку вперед ставь. Ставь. И пошли, пошли. Это не тот стиль. А какой это стиль вообще? Это вообще стиль какой-то? Ну, хватит, это же стиль. Ну, расскажите вам, что вы готовите, какой номер? Мы не номер готовим, мы сопровождаем участников Фестиваля. да. Детского? Да. Маленькие детки будут, а вы сзади будете? Курсантов, да, мы сопровождаем представителей. Ну, каких? Каких представителей? Разных стран. И вы будете на подтанцовочке, сзади, на бэкграунд? С ними постоянно, да, вместе. Ну, много номеров вам пришлось приготовить? Нет. Вообще это готовят коллективы, которые с Витебска, а мы сопровождаем конкретно конкурсантов. Мы выходим с А ними вы, на дефиле. я понял, вы просто дефилируете такие красотки. Вместе с ними, и также мы участвуем в прологе. Видите, что написано? Выход на сцену. Для тупых. Пойдемте, для меня. Строго запрещено. Вот строго. Зачем добавлять к надписи «строго запрещено» слово «строго»? Вот как будто бы вот просто запрещено было недостаточно. Но тут написано, что вход в зрительный зал и на сцену с напитками и едой строго запрещено. Потому что артист должен быть голодным, чтобы глаза сияли. Друзья, у нас сегодня Саша пробегал мимо, тоже Саша. Саша мимо Саши пробегал. Саня, что такое? Что у тебя такая пришитая юбочка какая-то? Что началось? Ты все, на фестиваль приехала уже в юбке? Что такое? Ну, я сюда приехала выступать с школы звезд. Будем потанцовывать многим артистам также. Сенсация сама. Шоу-балет «Сенсация»? Шоу-балет «Сенсация», да. Вот. Ну а вот это все-таки ты скрыл. Что это такое? Для чего? Это для номера? Это да, для номера. У вас народные танцы, и вы так юбочками? Да-да-да. Нет, у нас хип-хоп. Мы танцуем больше хип-хоп. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы меня знаете? Да. Откуда? Потому что я выступала на канале Витебск. Да, крутая. Ну ты артистка. Чем ты занимаешься? Поешь, танцуешь? Пою. Ну спой, чуть-чуть нам, спой. Быстро, быстро пой. В доме, наверное, есть зеркало, только многие даже не знают, что за зеркалом скрыта большая страна. За зеркальем ее называют. И живут очень странные. Очень красиво поешь, умница. Давай 5, у тебя так клево развиваются волосы. Ты как будто в клипе снимаешь сейчас. Вот серьезно, как будто вот так надо. Здесь такой пропеллер стоит, и ты вот так очень красиво поешь. Молодец, умница. Удачи тебе и хорошего славянского базара. Здравствуйте, девочки. Можно ли у вас лизнуть мороженое? Да. Официальный лизун мороженого славянского базара. Как вас зовут? Ксения. Лера. Ксения и Лера. Ну вы прекрасно выглядите. Вы, наверное, какие-то звезды. Мы артисты. Артисты, ну вот Да. уже звезда. Чем занимаешься на славянском базаре? Мы работаем на открытии. Лера прологе. участвует в прологе, я буду вести. Открытие? Да. Ведущая открытие фестиваля. Один из ведущих. Круто. Слушай, ну а почему ты, почему не я? Я не знаю, так выбрали, так получилось. Я понял, тут выбирали по красоте глаз. Да? Спасибо большое. А тебя не выбрали. Ты ведущая пролога. Ладно, нет. Так, артист. Вы тоже? Студенческий театр ТУЖ. ТУЖ. Все, наша фирма. Театр удивительной жизни. А, вот какая расшифровка. ТУЖ. Санкт-Петербургского государственного института культуры. Учимся, закончили 2 курс. Ничего себе. Ну, с вами приятно общаться. Сразу ощущается, что вы где-то в таком культурном месте обучаете, тем более в Санкт-Петербурге. Это же культурная столица Российской Федерации. Там же, вот, всем известно, что там не бордюра поребрик, да, не подъезд, а парадная. А есть еще какие-то... Не батон, а булка. Булка, да. Ну, у нас тоже булка. У нас говорят, ого, какие у тебя булки тоже. Никто не говорит, какие батоны. Никто. Ну вот, понятно. Что еще? Есть какие-нибудь питерские? Я узнаю, не Эрмитаж, по-моему, в Питере называется, а фиг за день пройдешь. Вот так он называется. Мы называем это Эрмитаж. Да, не Петергоф, а... Петергоф мы написали Да, мы работаем на Да? открытии и закрытии фонтанов тоже. Затыкаете рукой проток воды. По лестнице носим. Еще что-то в Питере есть. Невский, да? Невский проспект. Да, говорят, что на Невском все очень дорого. Это правда? Неправда. Мороженое дороже, чем на окраине или нет? Ну, вы специалист, как вот специалист по мороженому. Я скажу, что нет. Если знать места, то нет. А если покупать прямо на улице, то да. Да. Слушайте, смотрите, какое большое мороженое. Интересно, его уже лизал кто-нибудь? Не знаю. Пойду попробую. Можете попробуйте.
Фу, не хочу, я все-таки брезгливый. Друзья, прогулялись по концертному залу Витебск. Здесь очень много красивых, талантливых детей. И мы с ними со всеми, с кем могли, пообщались. Ну и это была рубрика Обувной холдинг «Марка» представляет «Побазарим с Каринманом». Пабазарили з Сашам Каринманам і вяртаемся уже да сур'ёзнага. Зноў, як мы ўжо казалі, у гэтым годзе святкавалі 75-годдзе з дня народзіну Владзіміра Георгіевича Мулявіна і прывезлі нарэшце да нас у Віцебск шыкоўны, проста феерычны, наколькі ведаю, гэта быў аншлаг. Так, больш таго, білеты былі выкуплены за некалькі месяцаў. А квіткоў не было ўжо? Не было. Гэта, калі што, мы кажам пра мюзікл «Песняр», пастаноўка Леаніда Дранько-Майсюка. І асаблівасць гэтага мюзікла ў тым, што ўсе ролі выконваюць драматычныя акцёры. Яны спяваюць. Вось, і таму гэта... Я думаю, ўсё роўна з імі працавалі людзі. Вось, можна даведацца. А фрагмент у нас ёсць? Ну, конечно, невялікі, не ўвесь мюзікл, але ёсць. Давайте паглядзім фрагмент урывачак з мюзікла «Песняр». Зульфія, Зульфія, да мне ізноў вярнулася забытая ўпэўненасць у тым, што жанчыны створаны не толькі для таго, каб на іх крыўдаваць, але і каб іх кахаць. За твое и мое здоровье, дружа. Ты уже не боишься пить за свое здоровье? Не боюсь, дякуючи тебе. Коньячку. Мой родный кут, як ты мне милый, забыть тебе не маю силы. Не раз утомленный дорогой, житьем ясным, моему Богу. Братушки, молодцы! Молодому воробью зусім кепска. Яшчэ одна спроба самогубства. Самогубство? Тут? А ты потлумач этому стратиму лебедю, что самогубство тут рэч марная. Не, лепей ты. Он вельми симпатичный, интеллигентный хлопец, или мне, что я его долго не вытрымливаю. Я не кишаю. Я так само его долго не вытрымливаю. Самогубство тут. Ну, эсте! Так, декаденты, ничего тут не попишешь, и ничего тут не сделаешь. Ничего тут не сделаешь. Молодый воробей, толькі ў сэрцы трывожным пачую за краіну радзімую жах. Успомню вострую браму святую і вояков на грозных конях. У белой пене проносятся кони, рвутся, гнутся и тяжко хрипят. Стародавней кривицкой погони не разбить, не спынить, не стремать. Мать родная, мать
мячами. Не давайте чужинцами быть, хай почуют, як сердце ночами, обратимы сторонцы болит. Усё лятуть я кони, средной збруи далеко хрынять. Стародавней кривицкой погони не разбить, не спынить, не стремать. Ось такі мюзикл-пісняр, урывачак з яго. Я думаю, шмат хто з нашых жыхароў пазнаў у галоўнай ролі Сергея Жбанкова, які з'яўляецца нашым земляком, Віцебчуком, Віцебічем, віцеблянінам, каму як зручна. Ну, як падабаецца. Так. І больш за тое, падчас фестывалю, вось калі уся гэтая праграма насычаная была, калі к нам прыходзілі госці, ён таксама завітаў да нас у тэлекавярню. Мы з ім... Я зноў прапусціў. Ну, зараз у цябе будзе магчымасць паглядзець, як мы з ім паразмаўлялі з Натальяй Мішурнай, вось, і зрабіць нейкія вынікі. Уключэнне са студыі, пакуль мяне не было, з Сергеем Жбанковым. В рамках нынешнего 25-го юбилейного Славянского базара мы с радостью вспоминаем о легендарной личности, о Владимире Георгиевиче Мулявине. В рамках этого фестиваля проходит спектакль посвящения песняр, посвящение, конечно же, Владимиру Георгиевичу. Он не раз был на Славянском базаре, осталось много записей у нас на студии о том, как он здесь был, очень много воспоминаний. И очень приятно, что сегодня у нас в гостях Сергей Жбанков, исполнитель главной роли, исполнитель именно роли Владимира Мулявина. Будет точнее. Точнее будет просто песнера. Ну, сейчас вот мы с вами это все обсудим. Сережа актер театра и кино. Нам приятно сказать о том, что Сережа наш земляк, вы из Витебска, Сергей, да? Да, я заканчивал училище искусств тогда, еще сейчас это колледж искусств. И чем очень рад и очень горжусь этим, потому что у нас, правда, замечательные преподаватели в колледже искусств, и они сегодня обязательно придут на спектакль, который будет 16 числа. Вот это, да, как это, Вася, как сложно об этом говорить, когда это еще не произошло. Ну, и они обязательно, естественно, посетят этот спектакль. Вот. Мне, правда, очень приятно, что мы побывали в Витебске с этим спектаклем. Он для нас очень дорогой, ценный спектакль. Мы его очень любим, потому что, на самом деле, сложно рождался этот, так сказать, непростой спектакль, потому что он как лабиринт, правда. Это как кубик Рубик, который мы сначала разгадывали. Сначала была одна версия спектакля, потом мы ее видоизменяли. Чем дальше мы забирались, тем больше мы обрастали какими-то задачами, интересными темами. Он многотемен. Там очень много тем переплетается, которые очень интересны, мне кажется, очень важны не только для людей, которые любят Владимира Георгиевича, его творчество, а непременно и Купала, Колоса, поэтов и песняров, которые у нас были в Беларуси. Там переплетаются темы Беларуси и белорусов вообще в сущности. И не только Беларуси. Я читала об этом спектакле, он идет в Минске. И самый, наверное, главный вопрос, на который все время, ну, наверное, зритель ищет ответ, или, во всяком случае, он идет на спектакль с этим вопросом, наверное, он его получает, ответ на этот вопрос. Так это все-таки спектакль о Мулявине или не о Мулявине? Вот вы меня поправили, когда я сказала, что вы играете Мулявина. Вы сказали, вы играете песняра. Так кого вы играете? Потому что там, на самом деле, собирательный образ. Там образ именно как такового
слово «песняр». То есть понятно, что мы все подразумеваем, о ком идет речь. Мы понимаем, кто я в данный момент. Но чисто внешне, да, ну, согласитесь, какой я Владимир Георгиевич, да, и это все будет, ну, странно. Усов нет. Да, да. Первый вопрос всегда звучал от ребят, которые спрашивали: Серег, ты Мулявина правда будешь? Я говорю, ну, ребят, там не все так просто. Спектакль очень метафоричный, где-то фантасмагорический, поэтому это, можно сказать, как образ песняра. И поэтому каждый, мне кажется, отвечает на какие-то свои вопросы сам. Что он хочет увидеть, что он хочет услышать, и в чем он хочет разобраться прежде всего. Он находит какие-то ответы для себя, потому что, я еще раз повторюсь, там очень много тем, и очень много любопытных тем, острых. Я смело могу сказать, что этот спектакль не для всех. То есть люди, которые встают и уходят, потому что там звучат очень многие вещи нелицеприятные в адрес где-то самого Владимира Георгиевича Мулявина и в адрес вообще становления песняров. То есть он такой, ну, не приглаженный, не такой недобрый спектакль где-то, но где-то, конечно же, с точки зрения душевности и души, потому что прежде всего мы цеплялись за внутреннюю составляющую. Конечно, не раскрыть внешний образ песняра, а как-то зацепиться за внутренний. Потому что лично у меня был первый вопрос, почему я? А почему вы? Ну, вот это вот говорится как раз о том, что это собирательный образ, в котором раскрывается какая-то душевная составляющая Владимира Георгиевича. Вот я почитала, я прошу прощения, перебила, что для вас, как для актера, важно... лиричность важна какая-то, душевность важна. Вот вы исполнитель именно такой, который вот вкладывает, ну, может быть, пропускает через себя роль, который вкладывает именно вот какую-то душевность. Наверное, не зря колыханку вы ведете и имеете успех и у деток, и у мам. Дай бог, дай бог. Что-то, значит, у вас есть такое вот... А Мулявин, он же не был таким уж... таким человеком. Он был очень разным, он очень был разным. К примеру, я очень много информации читал, когда, естественно, готовился к спектаклю, прочитал автобиографическую книгу огромную, сейчас вышла вторая, не так давно. И на самом деле мы привыкли его видеть практически всегда на сцене, знали, что был он очень требовательный к работе. Все музыканты говорили, что это было просто невыносимо, он был дотошный до безобразия, очень требовательный, жесткий был. Человек. То, что касалось вне работы, он был дома со своими, это был абсолютно другой человек. В хорошем смысле слова, что он был добрый, мягкий, стеснительный. Многие говорили, что он был патологически стеснителен. То есть настолько он был человеком скромным до безобразия, то, что присуще где-то и мне. В вот жизни это говорит о масштабе личности, о масштабе таланта. Ведь, ну, тоже давно уже есть эта мысль, которая все время подтверждается и подтверждается. Чем действительно человек талантливее, может быть, гениальнее, чем больше он из себя представляет на самом деле, тем он спокойнее и проще и в общении. Мне запомнилась такая строчка, он говорил, что слава – это тоже испытание. Я действительно задумался об этом, через это тоже нужно пройти, потому что может занести так, и обратно спуститься на землю будет уже гораздо сложнее. И пройти через это с достоинством, с уважением, оставаться тем же человеком, который ты был до какого-то там успеха, это большой подвиг, правда, потому что многих людей, ну, лестница заносит высоко. Я тоже прочла, что спектакль ваш двуязычен или даже трехязычен, то есть говорите по-русски, по-белорусски и на языке, который у нас в Беларуси называется тросянка, то есть язык, который и не русский, и не белорусский, диалект. Да, там есть такой образ, который называется «нянечка», он очень завуалированный, на самом деле до конца спектакля непонятно, кого же песняр ищет, кто же это она-то самая. И вот эти вот подсказки, которые в «нянечке» идут, они на самом деле поступают только от нее. Она вот является тем намеком. Естественно, вот эти вот поэты, которые приходят рассказывают, они говорят на белорусском языке. То есть, ну так уже, если чуть-чуть мы, да, вот неблагодарное дело рассказывать о спектакле, какой он, да, ну немножко, если такой наметить, о чем спектакль есть, песняр, и к нему приходят классики, поэты, белорусские, я так понимаю, и русские тоже, и ведут с ним какие-то разговоры о том, как он им помогает, как он их в смысле людям бытия, открывает. В смысле белорусского языка, что благодаря его, на самом деле, музыке, его творчеству услышали о белорусских поэтах Янка Якуб-Колос, Янка Купала, Богданович, что благодаря его музыке действительно это было так, она стала настолько мировой известной, что люди стали ковыряться, что это за такой красивый язык за белорусский, давайте-ка мы его почитаем, узнаем о нем.
нем. Это, на самом деле, очень дорогая заслуга. Там очень есть хорошие фразы, что когда поэтов забывает, она на белорусском звучит, то поэты превращаются в маленькие каменчики, которые потом стачиваются постепенно. Но это действительно так. Если не брать за основу какое-то что-то свое, оно будет забываться. Конечно, Кажется, если нет языка, если нет поэзии, нет родины. Конечно, точно. это так и есть. И это во многом одна из главных тем спектакля, на мой взгляд. А я могу это вообще очень важно спросить еще такой момент? Ведь Да, Владимир Георгиевич, он не был белорусом по рождению. Он приехал в Беларусь и родился он в Екатеринбурге, да, если не ошибаюсь. Да, на Урале. Вот. Но при всем при этом белорусский язык. Это тоже одна из тем, на самом деле, спектакля, что человек абсолютно русский по духу приезжает в Минск, в Беларусь и в нее влюбляется. Вот это для меня остается такой загадкой. И многие говорят о том, что вот первая мысль, которая посещает после спектакля, это о том, что русский человек по духу приехал, влюбился в Беларусь и пытался влюбить ее белорусов вот в эту Беларусь. И он сам говорил, мне очень жаль, что белорусы, такие добрые, теплые люди, так забывают и так не ценят свой язык. Для него это было вот очень обидно. Он очень, потому что много колесил по Беларуси, по глубинкам, по деревням, разъезжал, узнавал и просто вот постепенно начинал влюбляться в наш фольклор, в наших бабулек, которые жили в деревнях. И говорили на тросянке. Да, и говорили, которые на тросянке. Потому что еще первые записи, там видно, что они еще не очень хорошо знают белорусский язык, они там «ой, чему», они там такие мягкое «че» произносят, а потом уже другие записи. У меня так получается, я тоже умею на тросянке. И потом они, конечно, уже обрастали белорусским языком. На самом деле, когда стал изучать именно музыкальное творчество, я никогда в жизни не подумал, что у них было столько композиций. Я думал, есть там, 20, 30 песен, которые я когда-то слышал. Естественно, я был готов к тому, что я что-то не слышал. Но я не думал, что я не слышал столько много. Это огромные пласты, это огромные программы на тематику о войне, о Маяковском, о Богдановиче. В некоторые песни я просто влюбился. Кажется, современный 21 век. Ты садишься, слушаешь, тебя просто начинает мурашки бегать по телу от этих произведений. Сергей, а вы же, вот вы сказали, что вы изучали биографию, вы читали огромное количество информации, потому что вы готовились и к роли, и, понятное дело. А был ли какой-то, может быть, факт в биографии, понятно, мы не можем все знать о человеке, каким бы известным он ни был, который, вам показался наиболее, удивительным, каким-то уникальным, о котором никто не знал, но вы вот его откопали, и для вас это, может быть, предмет гордости, что вы теперь знаете это о Владимире Георгиевиче? На самом деле, там вот такого, чтобы шокировать... Был, к сожалению, он очень печальный, но меня это просто потрясло. На самом деле, я не знаю, стоит ли это озвучивать, наверное, осмелюсь, но для меня это просто вот действительно до мозга костей прожгло. Я не помню с кем точно, это руководитель Хорошек был, и она в своем рассказе Владимир Георгиевич упоминает такую вещь. Они вышли из церкви, сначала он очень долго в ней молился, очень-очень пронзительно. А потом, когда они вышли вместе, это было уже где-то, может быть, за лет 5, может, я точно дату не помню, там за 2 года до смерти Владимира Георгиевича. И он сказал такую вещь: а ты знаешь, я хочу умереть. И он говорит: да нет, Володя, ты что, еще ж мы столько затеяли, и с Хорошками сделаем программу, и то он говорит: я устал, я хочу умереть. И для меня это просто так зацепило, потому что это, наш спектакль рассказывает о том, что он находится вот на этой грани, остаться или уйти. Там то ли сон, то ли не сон, то ли сон во сне. И вот эти вот последние часы, когда мы друг с другом, не друг с другом, а когда мы разговариваем с поэтами, они как раз-таки хотят его вернуть или не вернуть. И он принимает выбор. И вот этот выбор, я думаю, он остался за ним. Потому что, как рассказывали родные и близкие, за 2 недели вот был день его рождения, он уже стоял на лестнице, сам, кроссовки, обулся, стоял, поправляется. А через 2 недели не выдержало сердце и остановилось. Вот, это загадка не только Господу Богу известна. Сереж, вы то, как вы сейчас говорили, как вы сейчас рассказывали, лишний раз говорит нам о том, как действительно вы прожили эту роль, и мне не удалось вот в этот раз увидеть этот спектакль, но я вам обещаю, что я обязательно на него приду, посмотрю. Мне кажется, что это обязательно нужно увидеть, это стоит того, тем более, что, правда, и личность песняра, и то, как вы рассказываете об этом спектакле, то есть я представляю, как, наверное,
играете вы, и играют остальные, и вообще тема возрождения культуры, возрождения языка, вообще любви к своей стране, это действительно великая тема, которая обязательно должна быть, и когда она вот так доходчиво и доступно дается людям, это очень дорогого стоит. Спасибо вам большое, что вы к нам пришли сегодня. Спасибо, что пригласили. И зато спасибо вам, что сейчас мы еще услышим от вас еще один музыкальный подарок. Кстати, видел я вас и в кинопрограмме фестивальной, в продолжении «Белых роз» в списке актеров, поэтому прямо сейчас, наверное, попрошу вас исполнить как раз-таки те самые «Белые розы». С нашим телезрителем прощаюсь, желаю нескучного вечера, ну а прямо сейчас Сергей Жбанков, «Вечерний в Витебске». Пока. Память детствами к радости на заре, да по студеной росе пробежаться бы морем радуги, с головой окунуться в рассвет и упасть и лежать в траве, и мечтать в шум городской не вернусь и любить весь этот белый свет, что не зря зовется Белая Русь. Все очень просто. Белые росы, белые росы, сохранить лишь сумей. Окропи нас, Русь белая, росами благодати Твоей. Окропи нас, Русь белая, росами благодати Твоей. Миг земного рождения, Божий дар, благословение жить, я Твое повторение. Белый аист, что над пущей кружит, светлый лен, платье белого, цвет озер, в глазах любимой моей все, что в жизни я делаю. В детстве белых роз мне пел соловей. Все очень просто. Белые росы, белые росы, сохранить лишь сумей. Окропи нас, Русь белая, росами благодати Твоей. Окропи нас, Русь белая, росами